Повидавшие пассажиров за корпусом сотни тысяч километров. Это экскурсионные судна в республике. Нет, их состояние постоянно поддерживается, но скоро они смогут сбросить якорь. Первым на замену выйдет прогулочное судно «Чайка». Сегодня в Зеленодольске заложили его корпус. Главная особенность – теплоход будет работать на сжиженном природном газе. Это новые заказы, это новая экология, это, не секрет, что состояние наших речных морских судов, особенно для пассажиров, они не соответствуют тем современным требованиям. Это будет современнейшее судно. А еще это экономия. Теплоход – первое в России пассажирское судно с такими характеристиками. Может быть, действительно, это новая эпоха, абсолютно другая эра развития и судостроения как такового, и туристического бизнеса. Это характеристики будущего теплохода. Особенно здесь впечатляет вместимость 170 пассажиров и дальность плавания сразу 400 километров. И это учитывая, что по планам судно будет выполнять только экскурсионные и прогулочные рейсы. Предварительно, возможно, Казань-Свияжск. Судно может проходить под низкими мостами, например, под Кировским в Казани. Мы его и проектируем, мы его и строим. И с этой трибуны хотел бы вас заверить при всем коллективе, что мы справимся с этой задачей. И в 2020 году вы увидите этот корабль. Раньше о таком и мечтать не могли, говорит Абдулазян Идиатулов. Ветеран завода, труженик тыла, сегодня получил медаль 75-летия Победы. Ваши бурные аплодисменты. Я себя очень хорошо чувствую. Пенсию я получаю хорошую, семья у меня хорошая, есть у меня сын, 70 лет, и дочь уже 46. Эта закладка обещает быть исторической и стать первой ласточкой в стае чаек на Зеленодольском судостроительном. Салават Мухаммадуллин, Вадим Илларионов, ТНВ, Зеленодольск. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.